Состоялась 7-я очередная сессия Якутской городской думы. На сессии было рассмотрено 19 вопросов, а городские депутаты в честь Дня России пришли в национальных костюмах. Ну и, кстати говоря, сегодня депутаты в честь Дня России пришли в национальных костюмах, за что я им очень благодарен. Ну и, конечно же, стоит отметить основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрели. Это, конечно же, вопросы, связанные с бюджетом города, с бюджетом 2024 года, плановый период 2025-2026 годов. Также мы рассмотрели отчет о бюджете за прошлый год. Действительно было очень много на комиссиях вопросов. Также сегодня прозвучало ряд рекомендаций. Были рассмотрены вопросы, связанные с правилами землепользования и застройки на территории городского округа города Якутск. Рассмотрели несколько вопросов, связанных с предоставлением льгот по аренде земельных участков для семей военнослужащих специальной военной операции. Также рассмотрели вопрос о положении о контрольно-счетной палате города Якутска, ну и ряд наградных вопросов. Были внесены изменения в городской бюджет 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов. Увеличивается расходная часть. Эти деньги пойдут на реализацию мероприятий муниципальных программ, нацеленных на социальную поддержку горожан, содействие развитию спорта и образования. В рамках подготовки к играм «Дети Азии» благоустраивается набережная на озере Сайсары, ремонтируется сквер имени Дмитриева, строится спортивный зал в микрорайоне Спортивный. Средства на реализацию этих проектов также предусмотрены. Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2023 год. Начальник департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова отметила, что 67% бюджета было израсходовано на нужды социальной направленности, в числе которых расходы на развитие образования, культуры и спорта, переселение из аварийных домов, осуществление мер поддержек участников специальной военной операции. В этом году это второе уточнение бюджета. Значит, у нас увеличился бюджет, и он составил 31 миллиард 22,5 миллиона рублей. Ну вот на сегодняшнюю дату. Сегодня мы такую сумму приняли. И также в части расходов увеличены также расходы. Расходы сейчас превалируют над доходами, они составили 31 миллиард 895 миллионов. Дефицит бюджета составил 6,7%. Расходы, значит, коснулись таких муниципальных программ, как комплексное развитие социальной инфраструктуры, развитие образования и формирование комфортной городской среды. Больше всего денежных средств направлено именно на осуществление мероприятий по этим программам. Это плановая работа. Еще в течение года будут уточнения бюджета. В прошлом году было 4 у нас уточнения бюджета, позапрошлом году 5 уточнений бюджета, в этом году уже вот второе уточнение бюджета. И до конца года, я думаю, будет еще уточнение бюджета у нас. Депутаты Якутской городской думы утвердили льготы для бойцов специальной военной операции, зарегистрированных на территории Якутска. Решено установить льготный режим. Теперь с них не будет взиматься плата за аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или которые входят в собственность города. Для получения льготы целью аренды не может являться осуществление предпринимательской деятельности. Городские депутаты рассмотрели вопрос по положению об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Якутска школьникам за счет городского бюджета. Решением Гордумы для тех детей, кто из ограниченных возможностей здоровья обучается на дому, предусмотрены взамен питания или денежной компенсации или сухой паёк. Родители могут выбрать сами, каким именно образом они хотят получить компенсацию. В Якутскую городскую думу обратилась инициативная группа граждан, проживающих по адресу улицы Короленко, 25, блок А. Жильцы выступили с предложением утвердить границы территории общественного самоуправления. Депутаты это предложение поддержали единогласно. 7-я очередная сессия Якутской городской думы завершилась рассмотрением и утверждением наградных вопросов. Прошла очередная сессия Якутской городской думы, и был рассмотрен вопрос по награде перед Якутском Куприяна Максима Мосовича. Все мы единодушно поддержали его кандидатуру
Ну, хочу сказать о том, что Куприянов Максим Амосович является директором специализированной школы Олимпийского резерва по боксу. Вот, и буквально вчера прошла спартакиада «Спортивные якутяне», где именно воспитанники этой школы дали хороший зачет городу. Ну и, в общем, его работа должным образом отразилась на нашем городе. И за такие заслуги, конечно же, мы поддержали. Подготовка сессии Якутской городской думы проходит через работу постоянных комиссий городских депутатов. Всего в Якутской городской думе 11 постоянных комиссий, на которых рассматривают обращения граждан и вопросы городского округа город Якутск. Так, постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре под председательством депутата Александра Ильина рассматривался вопрос об изменении функциональной зоны территории садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал». Да, вопрос трудный, но в прошлом году внесли изменения в генеральный план. Это основополагающее для будущего планирования градостроительных документаций. И это даст жителям в этом году узаконить свои земельные участки. Той территории, где рассматриваются 9, 10, 11 квартала и молодежные, предусмотрели по социальным объектам, то есть школам, детским садам. Это по своду правил 42 и муниципальная норма градостроительного планирования. Ну, работа ведется, да, трудно. Сатал на сегодняшний день должен предоставить земельные участки под школу 3,8 га. На заседании постоянной комиссии присутствовали представители окружной администрации города Якутска, товарищества «Сатал» и приглашенные. Вопрос по оформлению земель оказался непростым из-за изменения градостроительных норм и генерального плана города Якутска. Заседание прошло инициативно. Окружная администрация города Якутска указала, что надо выполнить градостроительные нормы, установленные для данного района, и изыскать земельные участки для запланированных социальных объектов на территории товарищества «Сатал». Внесение изменений в ПЗЗ все-таки мы рассматриваем это как общую единую территорию, и подходы были таковы, да, что можно вносить изменения в ПЗЗ в случае обеспечения социальными объектами, да, в случае перераспределения из одних охранных зон в другие, да, и это в том числе вызывает, ну, скажем так, перераспределение земельных участков внутри СОТа, да, СНТ. То есть, по-простому говоря, из-под пятен под социальные объекты земельные участки условных собственников, да, должны быть перенесены в другие территории, да, и то есть, высвобождены эти земельные участки под социалку. Но на сегодняшний день до конца эти вопросы не решены, в том числе и ко мне на прием приходят граждане и выказывают позицию, что они не согласны с позицией администрации Сатала, да, то есть они не согласны переезжать на другие территории. И на сегодняшний день вопрос до конца не согласованным остается. Плюс механизм предоставления отдельных земельных участков под социальные объекты в собственности окружной администрации также до конца не урегулирован. Поэтому мы все-таки считаем, что мы должны комплексно данную территорию рассматривать. И если мы сейчас что-то переведем, да, допустим, отдельные квартала, это создаст в том числе сложности в реализации последующих этапов. Да? То есть в конечном итоге мы где-то упремся в невозможность привести все в соответствие. Вот. Поэтому мы от работы здесь не отказываемся, взаимодействуем, но открытые вопросы, они продолжают оставаться. Постоянная комиссия по градостроительству и архитектуре Якутской городской думы указала, что без решения этой задачи изменение функциональной зоны данного района городского округа город Якутск невозможно. В частности, по Саталу, всем известная проблема. Изначально, когда сам Сатал как создавался, как СНТ, там на берегу надо было изначально договариваться. Вообще, где что должно быть, какой проект межевания, утверждать проект планировки межевания. Тогда таких проблем не было бы. Сатал не первый и не последний в этом вопросе. В части, например, сейчас Сатал заявляется на внесение изменений правил землепользования и застройки этих земельных участков.
И, конечно же, есть вытекающие вопросы. Это не один вопрос и не решается очень быстро. Потом будут возникать вопросы по содержанию дорог, по строительству социальных объектов. Обязательно должна быть школа, должен быть садик, должны быть функциональные центры. Ну, если на то пошло, должны появиться остановки, продуктовые магазины и так далее, хозяйственные магазины. Вот с этим вопросом сегодня мы сталкиваемся. Потому что земельные участки все распределены, без проектов межевания, без проектов планировки. И вот поэтому мы сталкиваемся сейчас с этими проблемами. И приходится вот отрабатывать с правообладателями, даже не собственниками, не арендаторами, а с правообладателями этих земельных участков, чтобы посадить где-то школу, посадить где-то садик. Мы генеральный план в прошлом году утвердили, и в соответствии с генеральным планом нам надо сейчас вот, учесть все эти моменты, чтобы начать строительство и переводить земельные участки, вносить изменения правил землепользования и застройки. Но в первую очередь, конечно, это зависит от самих СНТ. Есть там председатель избранный, есть уполномоченный человек, но мы сталкиваемся с тем, что не все вопросы там решены. Даже внутри Сатала вопросов, которые они между собой не решили, очень много. И нам вот сейчас мы вынуждены вот собирать их и обсуждать эти вопросы совместно городская дума, окружная администрация и те же товарищества. Нерешаемых вопросов не бывает, поэтому просто надо начинать запускать процессы и уже внутри предлагать варианты. Варианты есть, вариантов несколько, и сегодня вот даже продумали новые варианты, оказывается, можно по-другому. И сейчас будем дальше отрабатывать. Благодаря работе постоянных комиссий Якутской городской думы многие вопросы городского округа город Якутск реализуются успешно. Пользуясь случаем, я поздравляю всех горожан и гостей столицы с наступающим праздником Эсэх. И, конечно же, хотелось бы пригласить на Эсэх Туймады, который состоится 29-30 июня в местности Усхотынь. Пожелать всем здоровья, успехов, счастья и благополучия. Дорогие горожане и гости столицы, окружная администрация города Якутска приглашает 29 и 30 июня в местность Усхотын на национальный праздник Эсэх Туймады. Эсэх всегда был и остается важным событием, олицетворяющим наступление лета, пробуждение природы, торжество солнца и начало новой жизни. Үрін тунах үгігінан.